Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Также хочу поблагодарить всех тех, кто делает донаты и помогает в развитии канала. Пусть Вселенная, пусть Создатель пошлет вам миллион раз больше, чем вы даете на развитие моего канала. Огромное вам спасибо. Давайте сегодня сделаем отсыпку на волшебные, чудесные, прекрасные новости, которые мчатся в вашу жизнь. Посмотрим, что это будет, когда это будет и чем это отыграется в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, свой срок, загадайте на себя. И давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Высшие силы ходят моими руками. То, что сейчас скрыто. Слушайте, узнать. Так, ну ничего себе. Смотрите, у вас тут целый жираф. Видите, вот они ножки, вот оно тельце, и вот она огромная шея и голова. Я даже и не припомню, когда я последний раз видела именно в общих отсыпках жирафа. Ой, тут и саламандра у вас. Смотрите, хвост, тельце, и она повернулась в вашу сторону. Прекрасные знаки. Но давайте пойдем по порядку. Мы начнем с вашего образа. Образ ваш такой, знаете, уставший, обреченный, ни во что не верите, как руки опустились, да, может быть, вам в чем-то отказали, вас не одобрили, не приняли, не ответили вам, и вы такая, ну все, да, расстроились, на душе кошки скребут, плакать хочется, а кто-то и поплакал, ну, все как полагается, да, когда мы чего-то не получаем, когда мы эмоционально потратились, а кто-то еще финансово вложился. Конечно, обидно, конечно, противно. И это убивает надежду, это убивает желание дальше что-то делать. И вот я вижу ваш такой образ. Возможно, конкретно вам сказали нет, а возможно, ситуация была заморожена. В самый ближайший, не знаю, там день-два максимум вы получите просто невероятные новости. Новости из серии «Мы вас поздравляем, мы вас приглашаем, мы вам даем, мы вам выдаем, мы вас одобряем, мы вас принимаем». Это в случае, если все заморожено. В случае, если вы получили отказ, то придет сообщение с извинениями. Вот так и так, извините, примите наши извинения, произошла ошибка, накладка, там что-то спуталось, смешалось. Мы ошиблись, либо кто-то ошибся. В общем, вас мы принимаем, вас мы одобряем и вот рады вас видеть, да, рады вам об этом сообщить. Слушайте, ну это действительно как подарок судьбы, особенно в вашем конкретном случае, потому что вижу, что печалька, прям на сердце печалька, и вы прям черные от переживаний, от этого разочарования и от того, что не случилось. Сразу побелеете, сразу прям отпустит, скажете, ах ты, танцевать захочется, петь захочется. И прям как крылышки у вас вырастают. Прям полетите вы туда к этим людям, либо воспользуйтесь своей возможностью, либо что там к вам идет такое хорошее, одобрительное. Знаете, как темная ночь сменится на яркий, светлый, теплый день. Вот такая резкая смена картиночки идет у вас. И эта картиночка не только внешняя, но и внутреннее содержание. В общем, выйдете вы из этого мучительного состояния, почувствуйте себя счастливым человеком. Это прекрасно. Так, дальше. Здесь у вас лодка, и в этой лодке один человек. По каким-то прям волнам он к вам плывет в вашу сторону, плывет с левой стороны. То есть либо вообще не ждете этого человека, либо вопреки сложившейся ситуации человек все равно до вас доберется, до вас доплывет, до вас доедет. И вы об этом узнаете, ну, грубо говоря, последний, понимаете? То есть звонок в дверь, вы открываете дверь, там стоит этот человек. И вы прям в таком предобморочном состоянии, ножки станут ватные,
глазки, знаете, зрачки расширятся, сердцебиение участится, вы скажете: ах ты паразит такой, да, что ж ты меня не предупредил, да, я ж не подготовилась, я ж там не наготовила, себя в порядок не привела, да, у меня там, например, мышь в холодильнике повесилась. Слушайте, ну вот такое состояние, вы и рады будете безумно, и в то же время будете немножко злиться на этого человека, что он вас не предупредил о своем вот этом приезде, о своем визите. Но тем не менее, это хорошее событие, это хорошее, то, что он плывет к вам, это хорошее. А у кого-то из девочек отыграется, что человек уже плывет с конкретным решением с вами связать свою жизнь, либо вывести ваши отношения на новый уровень. Так и скажет: прыгай, красотка, ко мне в лодку, и поплыли вместе под всеми парусами. Теперь мы с тобой будем в одной лодочке плыть к нашей любви, к нашему счастью, к нашим горизонтам, к нашим этим, как берегам обетованным. Очень хорошее, крутое событие. Так, дальше. Здесь у вас женщина. Честно скажу, характер у нее не подарок, но к вам эта женщина будет очень благосклонна. Благосклонна. Я даже больше скажу, эта женщина что-то для вас сделает, либо что-то для вас добьется, выбьет, вытребует. Да? Ну, у каждого по-своему будет. Женщина, которую люди и боятся, и уважают. Вы тоже так с опаской на эту женщину смотрите. Но вам кажется, что эта женщина к вам тоже как-то так скептически на вас настроена, да, и не очень вам рада. Да, либо она так себя ведет, либо действительно были какие-то вот события, которые вас к этому, на это настроили, да, такие мысли вас посеяли. Вот. А как же вы сильно удивитесь. Здесь именно от этой женщины либо звонок будет, либо она вас навстречу позовет, либо письмо вам напишет, электронное письмо, например, там смс-ку может вам кинуть. Вы глазам своим не поверите. Так будете стоять и щипать себя до бесконечности и думать: как? Да, а что это? А каким образом? Я не могу сказать, что она для вас выбьет, да, либо получит, но это хорошее. Для вас это будет хорошее. Есть двойное удивление. То, что она для вас получает, и второй момент, то, что именно она это делает. Да? Строгий такой грозный человек, может быть, даже грубый человек в каких-то моментах. Может, у нее такой образ такой строгой дамочки, холодной, воспитательницы всех и вся. И тут она к вам, значит, с таким-то добром, да, с таким хорошим действием. Но, мои милые, да, не всегда нужно судить человека по внешним признакам. Человека все-таки в первую очередь нужно судить по его поступкам и по его действиям. В данном конкретном случае эта женщина более чем вам поможет. Либо эта женщина более чем к вам хорошо относится. И вы в этом точно убедитесь. Я не могу сказать, что вы прям друзья навек с этой женщиной, но то, что она вот действительно от сердца желает вам помочь и поможет, это 100%. Дальше у вас вышла саламандра. Но саламандра на самом деле очень крутой знак, особенно если мы говорим о вашем потенциале профессиональном, ваших талантах, ваших умениях, вашей мозговой активности. Вот чего бы это ни касалось, вы блеснете. Блеснете так, что об этом будут говорить. Говорить будут люди, которые вас хорошо знают, которые вас плохо знают, которые в принципе вас не знают. Да? Все будут об этом говорить. Вы удивите своей мудростью, своим трезвым суждением, своей креативностью. Ну, каждый по-своему, конечно, да, но вот идет удивление, идет принятие вас, идет даже, знаете, какое-то обожание. Вы как пример, вы как кумир для людей станете. Либо это узкий круг, да, например, там, знакомые, соседи, на работе коллеги. Либо это широкий круг, то есть в интернете, может быть, какое-то высказывание сделаете, какое-то видео запишите, какой-то пост опубликуете. Может быть, в новостях про вас расскажут, покажут. Понимаете, у каждого по-своему отыграется. Но здесь вам блистать. Блистать и стать такой, знаете, персоной, с которой берут пример. Пример, которой восхищаются,
которую изучают и с которой все хотят общаться, да, быть на короткой ноге. Здесь новости от ваших родственников. Родственники, дальние родственники. Новость будет двоякая. С одной стороны будет что-то хорошее, с другой стороны будет что-то такое, знаете, как нужда. Да? Нужны какие-то документы, нужны там деньги, да, финансовая помощь, нужна какая-то поддержка, может, какие-то лекарства нужны. Да? То есть вам как задачу еще дадут. Вот у нас все хорошо, мы живы-здоровы, но нам нужно и какой-то прям список. Да? Девочки, все-таки родная кровь, да, хоть и дальние, например, родственники, хоть там ближние, ну, вижу, что вы как-то не сильно общались, но надо будет помочь, Не ждите благодарности, не ждите там банального спасибо, это чисто между вами и вашей совестью. Если вы откажетесь, вы же сами потом себя будете грызть за это. Вот, поэтому по мере возможностей попробуйте помочь. Дальше, с правой стороны. С правой стороны здесь мужчина женщину куда-то тащит, зовет, везет. Мужчина, ну как свидание, девочки, свидание какое-то. Но свидание какое-то странное, оно как завуалированное, типа как дружеское, либо какие-то рабочие вопросы, интересы. Но мужчина будет к вам присматриваться, мужчина будет перед вами там хвостик распускать свой павлиний, типа показывать себя во всей красе. Вы сильно не заморачивайтесь, просто идите, попейте вкусного кофе, либо покушайте вкусной еды. А то, что он там старается, ну пусть старается. Если есть возможность извлечь выгоду из этой ситуации, извлекайте. Но вот после этого свидания, после этой встречи, вы четко поймете, что он у вас на крючке, в ваших ручках. Можете с ним делать все, что хотите. Другой вопрос, нужен ли он вам? Ну, это уже такое, знаете, второстепенное. Да, вот влюбился в вас, прям чувства к вам испытывает. Не говорит о них прямо, но тем не менее, все это прям ощущается в пространстве. Да, вот его любовь, ее скрыть невозможно. Так, дальше. Здесь человек стоит около кресла и приценивается, мое ли это кресло, да? Комфортно ли в этом кресле будет моей попе? Может, мне нужно получше, может быть, там повыше, да? Вот прицениваетесь. Очень похоже на рабочее предложение, либо предложение, вот, связанное с бизнесом, с вашей реализацией, может быть, даже перевод на другую должность, переход в другую компанию, смена деятельности. И вот вы прям присматриваетесь, прицениваетесь, вы не спешите. А люди, которые вам предлагают это кресло, да, это место, они это будут воспринимать как не ваши сомнения по поводу того, что ваше, не ваше, а как недостаточный оффер, то есть недостаточно они вам предложили. Если вы немножко затянете свой процесс, вот ответа да или нет, соглашаюсь, отклоняю, то вы можете поднять свою ценность. То есть вам могут предложить зарплату побольше, вам могут предложить условия получше. То есть люди в вас заинтересованы. И вот в первый раз, возможно, в вашей жизни ваша неуверенность в себе сыграет вам на руку. Вы сможете получить лучшее предложение, лучшие условия и прибавку к оплате. Так что не спешите занимать все стульчики, кресла, которые вам предлагают, а присмотритесь и однозначно от этого выиграете. В центре рисунка у вас жираф. Жираф небольшой, но все по классике. Шея длинная, да, тельце короткое, смотрит, правда, влево. Здесь неожиданно для себя вы чем-то увлечетесь, либо чем-то займетесь, либо куда-то поедете. А потом вы это будете делать на постоянной основе. И вам это будет приносить кому-то деньги, кому-то удовольствие, кому-то радость, кому-то, может быть, новые знания. Ну, вы все разные, у каждого будет своя ситуация. В любом случае вы выигрываете. Причем выигрываете в процессе, а процесс это длительный, да, он либо повторяющийся, либо он развивающий, но тем не менее это будет на постоянной основе, и это будет позитивно для вас.
позитивно. Вы и растете, вы и развиваетесь, вы прирастаете там и денежкой, и возможностями, и полезными знакомствами. В любом случае это надо делать. У других же из вас отыграется, что это будет поездка. Поездка, дальняя поездка, либо поездка на длительный срок. Поездка, которая настигнет вас как-то тоже, знаете, неожиданно, внезапно. Сразу хочу сказать, что эта поездка очень будет благополучная. Вот выигрышная, благополучная для вас. Вот так скажут, надо ехать. Вы соберетесь и поедете. И встретите свое везение, свое благополучие. Скажете, ой, как классно, ой, как замечательно. Да, давно ждала, давно надеялась. Ну, хороший знак, очень хороший знак. С левой стороны у вас вышел аист с очень большой головой, но на коротких лапках. А это говорит о том, что в самое ближайшее время в вашем доме, либо в вашем семейном доме будут очень хорошие, приятные новости. Это те новости, которых никто не ждет, но которые приятны всем. Понимаете, всем будут приятны. Опять же, по аисту очень часто проигрывается беременность. Либо ваша беременность, либо беременность кого-то из ваших близких, любимых людей. Вот. Очень хорошие, очень теплые новости. В венце у вас образ открытого рта. Да? То есть какая-то пойдет информация. Какой-то человек очень-очень долго молчал, скрывал, не договаривал, либо, может быть, в принципе не мог сообщать какую-то информацию. Теперь эта информация пойдет, польется, как поток информации пойдет. Язык смотрит вправо, то есть это полезная информация, для вас полезная информация. Человека нужно слушать, человеку нужно верить. Все, что этот человек вам скажет, расскажет, поверьте, при правильном умном подходе, использовании этой информации может очень благотворно отразиться на вас и на вашей жизни. Слушаем, вникаем, сопоставляем, проводим параллели, делаем правильные выводы и пользуемся. Пользуемся для себя, для своего блага и блага своей семьи. Да? Рот наконец-таки у человека открылся, и человек наконец-таки начал говорить. Так, еще в венце у вас выходит добрый знак, добрый, знаете, как предзнаменование. Может быть, вы за что-то переживаете, может быть, вы о чем-то беспокоитесь, о ком-то беспокоитесь. Будет предзнаменование, что с этим человеком, либо с этой ситуацией все будет хорошо. Предзнаменование вы можете от кого-то услышать, либо увидеть, например, во сне. Кто умеет читать знаки, ну, тут вообще не проблема, да? Вы все увидите, все поймете. Здесь по этой цифре я могу так сказать. У вас хороших новостей будет очень много. Плохих новостей, слава богу, будет очень мало, либо практически вообще не будет. На этом, мои хорошие, все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.